Приветствую вас, друзья! С вами Аил Джилрга. У меня сегодня в гостях кандидат на должность главы городского округа город Якутск Виталий Валерьевич Обедин. Здравствуйте. Приветствую. Дорогие друзья, наше первое, наверное, очное знакомство с Виталием Валерьевичем произошло на пике протестных мероприятий против строительства газохимического завода, а именно метанолового завода на берегу нашей реки Лена, в районе между Павловском и Хаптагаем. И, кстати же, Виталий, вы сыграли там, наверное, ключевую роль, потому что первая информация о строительстве этого завода поступила как раз таки от вас. Потом уже Мегенгогласский район вспыхнул, там же я уже потом подключился. И на полях Якутска вечернего мы получали от вас реальную поддержку. Эта информация просто многих растрогала, задела, взволновала. И мы собрали на площади Орджоникидзе, по тем временам, максимальное количество, около 6-7 тысяч горожан. Что касается, первый вопрос сразу же к вам. Когда вы станете мэром города Якутска, в плане экологии, какие будут ваши действия? Насчет чего точно не следует опасаться, это то, что в черте города или поблизости под городом развернется какое-то химическое производство. Здорово. Во-первых, никто на это не пойдет, и во-вторых, допустить это в городе с более чем 300-тысячным населением просто преступно. Первый момент. А второй момент, наверное, нам в городе Якутске надо говорить не столько про экологию, сколько про защиту природы. К сожалению, мы ухитряемся и в отсутствии крупных промышленных предприятий, способных загрязнять природу, жить в городе с неблагополучной экологической ситуацией. У нас переизбыток машин в городе Якутске, из-за этого в воздухе довольно много металлов. У нас очень сильно засаленные почвы, из-за этого плохо растут и приживаются растения, есть проблемы с озеленением. И, к сожалению, не все наши горожане, на словах мы все любим природу, матушку Лену, но не все наши горожане соблюдают ответственность. Поэтому постоянные случаи несанкционированных свалок, постоянные случаи сброса фекальных вод в колодцы того же водоканала, конечно, мы с этим будем бороться. Свалки нужно немедленно, сразу по выявлению вывозить. А насчет колодцев, где-то можно поставить, наверное, видеонаблюдение, где-то можно муляжи, чтобы отпугивать, но колодцев таких 5000, и на каждый камеру не поставишь. Поэтому здесь надо, конечно, подключать бдительных горожан, чтобы каждый раз, когда видят, что кто-то сбрасывает нечистоты или мусор, они фиксировали машины, фиксировали на камеру, сейчас же у всех телефоны есть, фиксировали лица водителей, и мы уже, как новая мэрия, мы будем разматывать цепочку. У нас сейчас как? Если ловят человека, который сбрасывает мусор или сбрасывает фекалии в водоемы или даже в колодцы водоканала, у нас его просто штрафуют, в лучшем случае штрафуют как физическое лицо. Там минимальный штраф, несколько сотен рублей, может быть до 3000. И все, и он легко отделался. Я считаю, что надо идти дальше, надо разматывать всю цепочку, надо отслеживать, куда машина идет. Если машина зарегистрирована на предприятие, то делать все возможное, чтобы наказать юридическое лицо. Там уже другой порядок штрафов, совсем другие. А если это предприниматель, опять же, штраф на предпринимателя выше. Если это физическое лицо и оно занимается сбросом отходов, то он занимается незаконной предпринимательской деятельностью. Максимальные штрафы, в общем, все, чтобы было неповадно. И, конечно, шейминг и позор. Виталий, продолжая тему экологии, мне бы хотелось задать вопрос, как будущий мэр будет помогать избавлять город от пыли? Образование пыли – это прямое следствие нашей борьбы с другой бедой, с другой проблемой, это с гололедом. Мы сначала город посыпаем песком, потом машины все этот песок растирают в пыль, и мы уже летом начинаем ей дышать. Плюс к этому у нас не очень хорошо обустроены газоны, поэтому там, где есть элементы земли, элементы озеленения, оттуда в случае дождя грязь выносится на асфальтовую поверхность и опять же перетирается машинами. Варианты, которые предлагаются для решения этой проблемы, еще добавим грунтовки. Есть еще грунтовые дороги, по которым машина проехала, пыль столбом, она все равно осела, ее отнесло куда-нибудь, она все равно осела и попала в город. Вариантов решений предлагается много. Какие-то специалисты говорят, надо попробовать вместо песка посыпать этим диабазом. Другие говорят о том, что нужно
закатывать весь город вообще в асфальт, что, в принципе, все равно не отменит использование песка. Третьи говорят, что надо попробовать гравийки поливать специальными жидкостями, которые создадут на поверхности гравийных дорог эмульсионную пленку, и которая не будет позволять подниматься пыли в воздух. Предложений много. Какое из них сработает, ну, честно говоря, должна показать только практика. Но я что вижу? Я вижу, что с центральных улиц города Якутска пыль можно убирать вакуумными пылесосами. Вот. Потому что основная проблема у нас с пылью, у нас в большей степени либо там, где гравийные дороги, где грунтовки, либо в центре города, где активно посыпается проезжая часть, и особенно остановки, песком. Вот оттуда можно пыль убрать вакуумными пылесосами, которые просто уберут лишнюю взвесь и остатки песка, которые на дорогу попадают. Волшебного рецепта нет, единого рецепта нет, мы будем экспериментировать с разными формами. Я знаю, что вот пытались дороги проливать вот этой вот жидкостью, которая создает эмульсионную пленку, не очень хорошо получилось. Знаю, что компания Синет пыталась собирать самые светлые умы города для того, чтобы разработать программу научную, программу, основанную на технических исследованиях по борьбе с пылью. Я с удовольствием ознакомлюсь с их наработками, и, возможно, что-то мы используем в городском хозяйстве. Сказать, что я вот приду, завтра стану мэром и пыли не будет, нельзя. У нас программу спасения города от пыли разрабатывал Александр Сергеевич Николаев, и у него тоже не вышло этот вопрос закрыть. Ну, сейчас, конечно, можно говорить, что у него не вышло, потому что он досрочно ушел в мэра, но он, по-моему, еще на первом сроке брался за этот вопрос. Ну, сложный вопрос. У него сложная структура и долгая история. Я могу точно сказать, что мы будем изыскивать способ этот вопрос как-то, если не закрыть, то уменьшить. Но вы уже сразу подкупаете тем, что вы не обещаете там, да я вас всю эту пыль уберу. Но это уже, это, как говорится, очень приятно Обещать-то слышать. легко, но у обещаний есть один большой недостаток. Вот пообещать всем все легко. Каждой женщине по мужику, всем поднять зарплату, всем снизить квартплату. Но до конца избирательной кампании осталась неделя, и через неделю, если тебя избирают, ты должен отвечать за то, что пообещал. Ну, я как-то хочу ходить и смотреть людям тем спокойно более в глаза. Наша передача будет как раз тем подтверждением, как бы той офертой, которую вы публично даете населению. Не хочу публично потом вот это смущаться, объяснять, ну, я не совсем то обещал, не совсем так обещал, это неправильно. Согласен. Ага. У меня вопрос, вот сейчас уже как бы мы вышли на финишную прямую, получилась такая некрасивая история с Владимиром Федоровым. Ну почему некрасивая? Лично я считаю, что то, что не пустили его, сняли с выборов. То, что подло вначале подали на него в суд, а потом еще и начали тянуть с этим судом. Это некрасиво, но как он ее красиво разрешил? Он взял и, не устраняясь из борьбы, поддержав меня, по-прежнему доказал, что он в игре, и мой рейтинг благодаря его поддержке сразу многократно возрос, и я немедленно вышел в лидеры избирательной гонки, и теперь один из главных претендентов на победу. Поэтому Владимир Юрьевич, вот у нас были дебаты на ЕКТРУ, я говорю, что у него все время миллион планов на все случаи жизни. Иногда он слишком увлекается разработкой этого плана, вот в этом плане он опять, мне кажется, переиграл своих соперников. Но мне кажется, да, он сломал весь этот стереотип, всю эту схему, которую Единая Россия подготовила для... Схема была простая, дотянуть вопрос с его снятием до последнего дня, когда другие кандидаты уже не могут сняться, например, я не могу сняться в его поддержку, и в этом случае разбиваю электорат. А если я до этого снимусь, то его просто не восстанавливают. Вот такие вот качели, и он просто сломал ему сценарий. Все понял. Поступился личными амбициями, чтобы выиграть тактически. Так, сейчас оставим этот вопрос. Давайте поговорим о тех кандидатах, которые остались на этой финишной прямой. И кого вы из них бы, ну, допустим, мне кажется, да, вот самыми интересными, например, вот ваша кандидатура, естественно, Савы Михайлова. И от партии власти Григорьев, вы троем заявили довольно-таки серьезно. Но я понимаю, что вы стали уже лидером, но эти два кандидата дышат вам в затылок, можно сказать.
Ну, изначально, да, был квартет, то есть изначально, ну, это показывали и срезы, и опросы на ЕКТРУ, результаты голосования. Изначально было 4 таких основных претендента, вернее, 2 очень явных и 2 таких аутсайдера. То есть очень явные это были, конечно, господин Григорьев и Владимир Федоров, и такие аутсайдеры это был Сава Михайлов и я. Теперь, когда Федоров переключился на меня, стал моим начальником моего предвыборного штаба, вы возглавили эту тройку. Мы с Григорьевым в этой тройке, и господин, ну не господин, товарищ. Сава Михайлов ее замыкает. Я был бы очень признателен, если бы он поддержал меня против кандидата от партии власти. В конечном итоге я выдвинут «Справедливой России», но при этом я беспартийный, и у меня и риторика, и идеология, и воззрение, и программа куда ближе к КПРФ, чем у господина Григорьева. Вот пока он ведет кампанию, он продолжает дробить протестный электорат. Если он присоединится ко мне, вот гарантия 90%, что мы выигрываем эту кампанию. Но, к сожалению, коммунисты, ну, хотят идти своим курсом, как им завещал, видимо, товарищ Ленин, и не хотят прислушаться к целесообразности, не хотят принять решение, которое бы пошло на пользу, я считаю, всем жителям города. Дело же не в моих личных амбициях. Я не считаю, что я там буду более крутой мэр, чем господин Михайлов, товарищ Михайлов. Дело просто в другом, дело в чистой целесообразности. Сейчас, когда сложился мой электорат и большая часть электората Владимира Юрьевича Федорова, конечно, не все прям те, кто топили атомно за Володю, меня поддерживают, но большая часть. Мы на несколько позиций впереди коммуниста. Если бы он к нам присоединился, вообще был бы шоколад, и у нас были бы все шансы отстоять город от возвращения его в лоно Единой России. Но в этом плане, мне кажется, да, более как бы логичным было бы Саве присоединиться к вам. Почему? Потому что вам, во-первых, делегировал свои предпочтения, своих сторонников, последователей Владимир Федоров, а Владимиру Федорову, в свою очередь, в свое время Афанасий Павлович Алексеев, значит, руководитель сети магазинов «Японец», он сказал, что вот я поддержу, и чтобы партия власти «Единая Россия» эту монополию свою дальше не сохраняла, поддержал Владимира Федорова. Поэтому в этом плане, если вы соберете весь этот букет, то, конечно, на вашей стороне будет очень много людей. На нашей стороне главное город, а там административный ресурс. Ну да. Скажите, пожалуйста, вот раз мы уже начали говорить про административный ресурс, многие просто опасаются, что вот Виталий Обедин, став мэром, оставит город без денег. Вот, что республиканская власть, она настолько вот как прямо такая плохая, злопамятная, что она вот ни копейки не даст, и вы будете просто, из-за этого будет страдать горожане, вот так вот. Ну, так, конечно, не будет. Ну, во-первых, мы все-таки живем не в черно-белом мультфильме, где вот однозначно плохие, однозначно хорошие. Так не бывает. Мы живем в нормальной жизни, есть нормальная политическая борьба, есть, конечно, номенклатурные интересы, есть некоторое противостояние чиновников и гражданского населения, но в целом это жизнь. Она бывает разная. Она бывает серая, серо-черная, там, серо-белая, но она неоднородная. Поэтому так не будет. Я даже специальный видеоролик записал для Инстаграма и Ютуба, где вот на пальцах постарался разложить, почему Арсений Сергеевич Николаев и не будет, и не сможет наказать город. Ну, смотрите. Ну, во-первых, в городе Якутске живет треть всех жителей республики. Ну, какой губернатор, какой глава региона захочет объявить войну собственному населению, каждому третьему жителю своего региона, только потому, что он имел наглость проявить волю и воспользоваться своим конституционным правом. В Конституции Российской Федерации записано, что источник власти – народ. Ну, это ни один нормальный глава на это не пойдет. Тем более, что Арсений Сергеевич сам выбранный нами человек. Он, конечно, и большая часть его избирателей, ну не большая часть, треть его избирателей живет здесь, в Якутске. Я тоже думаю, что он на это не пойдет, и зря вот так вот. Да. Второй момент, что бюджет республики, из которого городу Якутску выделяется до 10 миллиардов рублей в год, это не личный карман Арсения Сергеевича, это не его деньги.
Он их не приносит из дома, не кладет их в большой сейф, из которого потом всем понемножку выдаются от щедрот. Нет. Это деньги, которые поступают в консолидированный налог республики, которые распределяются в соответствии с действующими законами. Это закон о бюджете и бюджетном процессе, закон о бюджете на текущий год, закон о налоговой политике и так далее. Поэтому там есть утвержденные нормативы и методики, и по этим нормативам и методикам город получает свое финансирование. Вот из большого бюджета республики, который больше 200 миллиардов рублей, расходная часть, на все муниципалитеты выделяется 80. Из них городу Якутску выделяется примерно 10. И это очень мало, но это по нормативам. Вот ниже низкого они дать не может. Вот эти 10 миллиардов рублей в казну поступят при любом раскладе. Поэтому я считаю, что это специально культивируемый страх. Людей хотят запугать, чтобы люди из шкурных интересов, вот побудить в людях низкое, побудить в людях шкурное, что люди из шкурных интересов либо не проголосовали, либо вообще не пошли на выборы. Ну нельзя так, нельзя так манипулировать гражданами. Это работает, видимо. Хорошо, что вы объяснили, что люди должны же понимать об этом. А вот хорошо, вот есть тот минимум, который вы будете получать от республики, но вы же этим не собираетесь довольствоваться? Смотрите, вот бюджет города Якутска текущий, это порядка 18 миллиардов рублей. 10, как я уже сказал, дает республика, на самом деле чуть меньше. И 8 с лишним зарабатывает город Якутск сам. Из этих 8 миллиардов рублей 5 это НДФЛ, налоги на доходы физических лиц, налоги и зарплаты. 2,1 это налоги с малого бизнеса, совокупный налог. Это в основном УСН, упрощенная система налогообложения, и патенты. Ну и остальное там добирается по мелочи от эксплуатации имущества, там, от земли и так далее. Вот смотрите, 8 миллиардов рублей город зарабатывает сам самостоятельно. Можно эту сумму увеличить? Я считаю, что можно. Для этого нужно создать как можно больше и лучше условий для развития малого и среднего бизнеса. Потому что малый бизнес, каждое новое малое предприятие, это новые рабочие места, это мы получаем НДФЛ. И плюс сам бизнес платит налоги, мы получаем налоги. В моих планах создать зеленую улицу для малого и среднего бизнеса, чтобы эти люди пополняли казну города. Если они начнут платить совокупного налога не 2 миллиарда, а 3 миллиарда, у меня будет миллиард для того, чтобы закатывать дворы в асфальт, для того, чтобы озеленять улицы, для того, чтобы выправлять тротуары и так далее. Не помешает нам это все. Сегодня малым бизнесом город не занимается. Самая порезанная программа в муниципалитете, которую за 2 года сократили на 90 с лишним процентов, это программа поддержки малого бизнеса. По сути, ее как таковой нет. Я собираюсь это полностью изменить. Конечно, надо договориться, что малый бизнес малому бизнесу рознь. То есть алкомаркеты, например, в поддержке, как я считаю, не нуждаются. Наоборот, нужно подумать даже, возможно, об увеличении расстояний предельных от школ и социальных объектов. Вы готовы на это пойти? Я буду это обсуждать и с предпринимателями, и с горожанами. Если город решит, что это нужно сделать, уж лучше мы тогда это будете в этой части. На общественное обсуждение? Да, я собираюсь, многие ключевые вопросы я собираюсь выносить на общественное мнение, потому что институты народовластия, которые у нас начали складываться последние 2 года, их надо поддерживать. Многие руководители говорят о том, что я буду обсуждать вопросы. Арсен Сергеевич, когда в 2012 году шел на мэра, он говорил, что я буду выносить важные вопросы для города на голосование на сайте мэрии. Один единственный раз такое голосование выносилось по судьбе 203-го микрорайона в 2012 году, который еще не начали строить. И то к его результатам никто не прислушался. Наоборот, я буду слушать население, буду слушать людей. Потому что в этом суть. Ты можешь быть умным человеком, да? Ты можешь быть обожаемым народным мэром, каким 2 года назад была Сардана Владимировна Авксентьева. Но это не значит, что у тебя огромная голова, 7 пядей во лбу, и ты знаешь ответы на все вопросы. Конечно. Нет, ответы находятся в спорах, в дискуссиях, в обсуждениях, в привлечении специалистов. Вот так будем работать. Раз уж мы не раз упомянули главу нашего региона, Арсена Сергеевича Николаева, но я понимаю, что, наверное, глава столицы республики как минимум должен иметь уважительные, деловые, может даже добрые отношения, независимо от того, на чьей стороне глава был в ходе выборов. И, соответственно, вопрос: Арсен красавчик? Такой, вспоминаю интервью Алексея. Да, Путин красавчик, здесь я говорю Арсен красавчик. У Алены Алексеевой я тоже красавчик, вариант Юрия Дудя. Смотрите, у каждого руководителя есть сильные и слабые стороны. Арсен Сергеевич очень хорошо умеет работать с федеральными медиа и с федеральными структурами.
Его там хорошо принимают, его на ура воспринимают, он очень цитируемый, очень котируемый руководитель, такой современный продвинутый губернатор. К сожалению, он запустил внутреннюю политику. Внутри республики у него рейтинг куда ниже, чем на федеральном уровне, где он во всех рейтингах в топе. Вот по федеральным всем показателям, посмотрите, если рейтинги, он везде там красавчик. В республике к нему совсем другое отношение. Люди не понимают, почему он увлекается прожектерством, имея ресурсы для того, чтобы решать проблемы. Вот взять эту идею с Алан-Холлендом на Сайсарском озере. 18 миллиардов рублей стоимость одного объекта. Да, громадного, да, интересного, архитектурно сложного, но одного объекта. Годовой бюджет города Якутска. Если бы город получил эти деньги, ну не за один год, там, кусочками и так далее. Если бы город получил эти деньги, мы бы смогли построить до 37 каменных школ и решить вообще вопрос переполненности наших школ в городе Якутске. Сегодня школы переполнены, некоторые на 240-250%. Представляете, это дети друг у друга на шеях учатся. А в 2025 году надо будет переходить на односменное образование. Это требование федерального закона, за который отвечает мэр. Вот откажитесь от Алан-Холленда, возьмите эти 18 миллиардов рублей, пустите на школы, его на руках бы носил народ. Но он считает, что надо чесать наши мировые амбиции. Я этого не понимаю. Или другой проект, суперкампус, идея строительства такого мега-ПТУ, мега-студгородка на территории города Якутска, куда соберут учащихся разных вузов, СУЗов, профтехникумов и так далее. Ну, в принципе, наверное, может быть интересно с точки зрения массовой подготовки специалистов молодых, возможно, интересно, хотя плохо реализуемо на практике, потому что цена вопроса еще 11 миллиардов рублей. 18 там, 11 здесь. У тебя 29 миллиардов рублей уходит на решение, казалось бы, культурных и социальных вопросов, при том, что не решаются простейшие, первичные вопросы, школы и садики. Вот когда у тебя есть ребенок, у тебя первая задача его отвезти в ясельки, потом отвезти в садики, потом отвезти в школу. Ясель, если и почти нет, их только вот начинают строить, потому что мы зашли в программу «Демография», федеральный проект. Садики переполнены, в частные садики приходится субсидировать по республиканской программе места, 2000 мест. И школы, дети друг у друга на шеях сидят. Первая школа практически аварийной признана, 9-я школа аварийная, школа в Кангаласах аварийная. Ну как так? Я понимаю, что хочется построить гигантский мегатеатр, оставить себе такую пирамиду Хеопса, остаться в памяти, как Михаил Ефимович с Национальным центром медицины. Но в Национальном центре медицины людям жизнь спасают. А в театр, у нас заполняемость сегодня театров в городе Якутске, вообще по республике в целом, заполняемость театров 30%. Это не самая первичная потребность. Конечно, хорошо, что культурная жизнь есть. Жаре Салферов, нобелевский лауреат, приезжал в Якутск и говорил, что по плотности, по количеству театральных мест на душу населения Якутск Санкт-Петербург обошел. Мы и так культурная столица. Другие вопросы надо сейчас решать. Вот поэтому я его, к сожалению, не могу назвать красавчиком. Он руководитель, он генерирует какие-то интересные избранный народом. Избранный народом, с большой поддержкой, с большим вотумом доверия. Но зачем он это делает вот так? Я не понимаю. С 30 миллиардами рублей, с 2 годовыми бюджетом миллиардами рублей, 18 плюс 11. Скажем так, вы бы так не сделали. Можно было из города сделать вообще конфету. Это был бы, не знаю, до уровня Владивостока, конечно, не дотянули бы, там перед АТЭС 100 миллиардов вкладывали, но среди прочих региональных столиц это была бы прекрасная. Хорошо, оставим этот вопрос. А что касается других, все-таки, Александр Сергеевич тоже был главой города до этого. Сардана Владимировна, Заболев, Михальчук. Кто самый... Давайте скажем так, с кем вы будете советоваться, какие у вас отношения будут с бывшими главами? Да я готов со всеми советоваться и обсуждать. Я не считаю себя умнее всех их, более профессионально подготовленным. Возможно, в чем-то у меня шире кругозор, и я немножко по-другому вижу решение задач, и я приоритеты для себя по-другому расставляю. Поэтому я бы проконсультировался с любым, потому что у них есть опыт, они знают это изнутри. Я это знаю снаружи. Потому что я их наблюдал за тем, как они работают, изучал их ошибки, изучал их решения, но они знают изнутри. Возможно, они мне что-то, даже невозможно, а точно они мне что-то хорошее подсказали. Поэтому никакого предубеждения нет. Но если вы спросите меня, кто оставил в истории города Якутска за последние 20 лет самый яркий след, то, наверное, я удивлю, я скажу, что это был Илья Филиппович Михальчук.
Да, мэр, который с позором покинул город Якутск, фактически отсюда бежал. Мэр, который выкинули потом, то есть губернатор, он стал губернатором Архангельской области, оттуда тоже сбежал. Но важно разделять Михальчука первого срока, когда он в 98 году выбрался, и Михальчука второго срока. Все, что сегодня формирует внешний облик и придает городу особый колорит и неповторимость, все было при Михальчуке. Другие мэры не смогли превзойти его ни по креативу, ни по желанию изменить город. Ну, посмотрите сами. Перенос празднования Исааха в местность Усхатын. Это сделал русский славянин, здоровенный богатырь былинный Илья Михальчук. До этого на ипподроме, в тесноте, на городской праздник это никак не тянуло. Перенос праздника Исаах на Усхатын, оборудование этой местности, превращение ее в полноценную, как сейчас говорят, священную местность, куда сейчас собирается до полгорода, 150 тысяч собирается, это же вообще потрясающий. Крупнейший этнический праздник на Дальнем Востоке, может быть и даже во всей Восточной Сибири. Да. Набережная Московская, так называемая, ну сейчас уже мало говорят Московская набережная, но набережная. Это тоже проект Михальчука. До него улица Чернышевская была в совершенно страшном печальном состоянии, без защитной сетки, без габионов. Вода в город заходила. Что еще? Участвовали в дамбах. Озера вот эти вот возле Студгородка. Я все время путаю название. Теплое озеро. Теплое. Все, иногда сталым путаю. Теплое озеро. Зеленые гниющие водоемы. Их вычистили, забили в габионы, сделали эти фонтаны, которые до сих пор работают, водные. И теперь это довольно красивая зона отдыха. Сейчас там даже вот эти работают аттракционы, на воде катают людей. Рядом площадку воркаута построили. Но это сделали при Михальчуке. Старый город. Культурно-историческая визитная карточка. Но он, конечно, из новоделов состоит. Но это тоже был проект Михальчука, на который деньги на начало дала Алроса, потом привлекались предприниматели. Но это тоже был Михальчук. Возрождение идеи строительства горканалов для того, чтобы решить проблему с проточкой воды и для того, чтобы решить вопросы водоотведения. Тоже Илья Филиппович Михальчук. Да, он на втором сроке, когда его бесконечно били по рукам, не давали толком работать, он, к сожалению, давайте вещи называть своими именами, он скурвился. Он начал хапать, у него окружение начало откровенно воровать. Я с ним лично судился с 2004 года по 2006, так называемая коммунальная война за незаконное повышение квартплаты на 15%. Кстати, выиграли. Да, выиграли и вернули 90 миллионов рублей из бюджета города Якутска горожанам. Их возвращались на счета людям. На счет дополнительного финансирования. В качестве перерасчета. Но Михальчук первого срока, он впечатлял. У него была огромная кипучая энергия, он хотел перевернуть этот город, хотел его изменить, и у него получалось. Жаль, что вот это из него выбили. Ну, кстати, выбили вот в результате противостояния с главой республики, с Вячеславом Штыровым. Был такой момент. Насколько хватит вас? Ну, я 20 лет журналистики. Журналистов в России не очень любят. Ну, даже хороших журналистов не очень любят по одной простой причине. Вот долгое время монополия на правду была за государственными СМИ в Советском Союзе, да? Потом случилась перестройка, потом случилось падение Советского Союза, и начало издаваться огромное количество СМИ, и все СМИ начали писать правду, правду, правду. Выяснилось, что правд много, и в то же время мало. И люди перестали сначала доверять прессе, потом выяснилось, что многие журналисты готовы писать правду за деньги, и отстаивать правду в чьих-то конкретных интересах, и что это вообще неправда, а подкрашенная кривда. И вот репутация была профессии сильно упала. Подмочена, да. Поэтому, вот, например, я иногда читаю молодым будущим журналистам и абитуриентам лекции, я им сразу говорю, что если вы идете в журналистику, отращивайте толстую шкуру, потому что вас будут кидать шипы, палки. Гнилые помидоры. Гнилые помидоры, да. Но если заработаете личную репутацию профессиональную, то сможете над этим возвыситься. Вот, в общем, у меня за 20 лет, отвечая на ваш вопрос, я немножко в сторону только ушел, у меня за 20 лет выросла вот такой толщины шкура, поэтому я выдержу. Но у меня еще такая вот, знаете, сразу просьба, что ли, вот, забегая вперед, если вы станете мэром, можете ли вы пообещать не засиживаться больше 2 сроков? Вот прямо сейчас вот пообещать, сможете это сделать? Вот прямо сказать, что через 2 срока ухожу? Что да, больше 2 сроков вы здесь вот держаться за власть, вот, ну, честно говоря, некрасиво, когда вот 2 срока, и вот ребята отработали, все. Хорошо. Хорошо. Извините, я заставляю прямо. Но сохраните это видео, если вдруг, если меня изберут мэром, если я за 5 лет наработаю уважение и репутацию достаточно, чтобы меня на 2-й срок выбрали,
то на третий не пойду, ну просто чтобы не бронзоветь, я не знаю, может пойду в советники, может переквалифицируюсь, там, уйду в литературу. Хорошо. Но не пойду на третий срок. Но хорошо. Это ж да. это ж не трон, на котором пожизненно надо сидеть. Все, здорово, мы это запомнили. Следующий вопрос у нас связан с той репутацией, которую вы все-таки в Якутску вечернему сделали, свою сохранили. Но это все хорошо, но если вы вдруг станете мэром, вы же перестанете уже быть журналистом, вы перестанете быть заместителем главного редактора Якутска вечернего. Как Якутск вечерний это выдержит и как этот вакуум образуется же, как-то вы, это же тоже ответственность. Я сейчас официально нахожусь в отпуске, Якутск вечерний прекрасно выходит без меня. Ну да, если когда я выиграю эти выборы, мне, конечно, придется журналистикой завязать. Формально мэр имеет право заниматься творческими профессиями, например, научные статьи писать, просто статьи писать, лекции читать, но на это просто будет физически не хватать времени. Первое время. Переживет ли вечерка? Переживет. Газета – это коллектив. Газету создают люди, несколько человек с разными мнениями, разными направлениями, разными подходами. И этим она и жива. И у газеты есть прекрасный редактор. Вот вы сказали, что я заместитель главного редактора. Да, я заместитель главного редактора. Иногда исполнял обязанности главного редактора, но в целом заместитель. Почему? Потому что у газеты есть великолепный редактор Иванова Мария Вячеславовна. И именно она отвечает за то, в каком виде газета. Я в большей степени выполнял роль фронтмена, то есть самый песучий журналист, ну и плюс я как-то всегда участвовал в общественной жизни, там, с выступлениями, заявлениями. Резонансными темами. Писал в социальных сетях, поэтому даже люди, которые не читали «Вечерку», знали о существовании такого журналиста. Не умрет без меня газета, будет. А будет ли дальше. Якутский вечерний, например, колонка главы города? Я вам страшную тайну открою, которая на самом деле ни разу не тайна. Колонка в газете «Якутск вечерний» – это результат муниципального контракта. То есть газета выигрывает тендер и по этому контракту получает где-то примерно около 1,2 миллиона рублей в год. И вот эти колонки выходят по этому контракту. Я думаю, что То есть читатель вас не потеряет точно? Я думаю, что я как бывший работник «Вечерки» или за 600 тысяч рублей буду размещать свои колонки, или вообще договорюсь бесплатно. Здорово. Ну, в любом случае, контакт с аудиторией у меня город сохранится. выиграет в этом плане, да? Ну, точно. На СМИ точно расходов больше не будет. Потому что я сам в определенной степени медиа-менеджер. Я знаю, где точно не стоит переплачивать. И плюс время этих классических традиционных носителей дорогих, как бумага, уходит. Мы переходим в цифру. Цифра во многом дешевле. Расходы, соответственно, должны быть меньше. Конечно, какие-то классические 1-2 газеты останется, там, пара журналов, которые пройдут испытания временем, которые станут раритетными, такими элитными, в которых публикация будет предметом престижа. Да, то есть они выживут, и это хорошо. Я надеюсь, что «Вечерка» будет среди таких изданий. Ну да. Потенциал есть как минимум. Да, да. Газета собрала вообще весь пул профессиональных наград, которые есть в стране. А вот премии правительства Российской Федерации, вот, кстати, она именная, поэтому она есть у меня, есть у Леонида Ильича, есть у Марии Ивановой и есть у Вячеслава Левина. Вот нас четверо, мы четверо получили премию правительства Российской Федерации. Мою получали в 2010 году, в конце, то ли в декабре, то ли в ноябре, и тогда премьер-министром России, это подпись премьер-министр России, был Владимир Путин. Да, поэтому, хотя с одной стороны все знают, что я вроде как агент Госдепа, наемник Сороса, вот я сейчас хотел задать вопрос. Но у меня есть медаль от Путина, и миллион к этой медали прилагался, который я потратил на ремонт в квартире. Я как раз переезжал. Вот про финансирование вот со стороны правительства России, здесь все понятно. А как насчет финансирования Госдепа? Вот все говорят, вот Госдеп. Вот. Слушайте, у нас в Российской Федерации есть закон. По этому закону средства массовой информации, которые получают финансирование из-за рубежа, обязаны выходить с строкой, упоминанием на плашке «Иностранный агент». Сейчас еще принят еще один закон, по которому физическое лицо может получить статус иностранного агента. В реестре физических лиц иностранных агентов меня нет. Газета «Якутск вечерний» выходит без плашки «Иностранный агент». Вариантов может быть два. Первый вариант. У нас ФСБ все проспало. Вот все знают, в интернете все пишут,
Абедин сейчас сам сидит на камеру, говорит, я агент Госдепа, но ФСБ спит и ничего не делает. Второй вариант истории с иностранным финансированием придумывают люди в шапочках из фольги. Да, был момент, когда Якутск вечерний получал гранты, например, от того же фонда Сороса. Ну, эти гранты получал университет. Давайте вот сейчас у всех профессоров... То есть под эту гребенку можно уже тут... Да, да. Но это был какой там, 2007 год. А даже не грант, это был кредит же. Кредитные средства, которые вернули, еще и с процентами. Кредиты вообще отдавать надо. То есть это повлияло, дало какое-то развитие, наверное, газете? Да это не развитие, даже не газета брала. Это брала типография Леонида Ильича Левина, в которой печаталась вечерка. Нордпресс, издательский дом Нордпресс. Или Нордхаус. Но тем не менее вас там прямо сделали получателем. Ну я же говорю, фронтмен. Это когда ты публичный человек, издержки, то слава имеет вторую сторону, и эта сторона в том, что ты несешь ответственность и за все негативное. Ну, бог с ним. Ну, повторюсь, газета выходит без пометки «иностранный агент». Меня в реестре «иностранный агент» нет. Ну, значит, все, что говорят, это чушь. Виталий, продолжая тему, опять-таки, этих ужасных слухов о вас. Вот есть такая расхожая тема, что Виталий Абедин обитал в дурке. Вот. Ну, как есть. Я слышал про это, я даже расскажу вам, откуда эта история родилась. Этот хвост, этот миф. Я вообще, избирательная кампания — это время, когда узнаешь в себе что-то новое, но вот в этой избирательной кампании про меня ничего нового я пока из грязных слухов не услышал, ну кроме того, что свалку под Якутском поджег я, чтобы опорочить Григорьева. Там даже уже народный анекдот гуляет, что типа Федоров и Абедин крались с канистрой, но на свалке их встретил Григорьев в боксерских перчатках, но ему не повезло, у стрелков были ружье и лук. Вот. Вот кроме этого новых слухов еще про себя не узнал, но зато вот вспомнил сам старые и разоблачил их, выложил себя в социальных сетях разоблачение мифов про себя любимого. И в том числе вот этот миф про психушку. Он родился в 2013 году. Я тогда участвовал в избирательных выборах депутатов Илтумен, да, и шел по центральному округу против единоросса Егора Петровича Жиркова. И у меня были шансы выиграть эту кампанию. Я, собственно, занял второе место, несмотря на то, что Егор Жирков — это был такой мастодонт политики, это бывший министр образования. Человек, который заложил реформу национального компонента, бывший депутат Госдумы, ну, в общем, мамонт такой, и плюс за ним партия «Единая Россия». Вот. А мне еще коммунисты подкузмили, свинью подложили, взяли и перевели с Даркалакского округа действующего депутата Илтумен Александра Гаврилова. И я ходил к Виктору Гаврилева, да. Ходил к Виктору Губареву, говорил: Виктор Николаевич, ну что вы делаете? Он же раздробит голоса, и проиграем мы оба, пройдет Жирков. Вам лучше единорос или вам лучше идеологически близкий вам человек, который критически относится к власти, который более народный? Но коммунисты предпочли вот эту рокировку сохранить. В результате Гаврилев занял третье место, я занял второе, а Егор Петрович прошел. Вот. И вот тогда всякая грязь про меня сливалась, и тогда был сайт такой vipyakutia.com, на который сливали, ну вообще, вот самую низкопробную чернуху и грязь, вот уровня, вот, ну я не знаю, уровня Юрия Городецкого прессы. Вот. И там опубликовали такой типа диагноз, который якобы ставила мне московская клиника. Московская? Да, тайно ставила мне московская клиника, значит, о парафренном расстройстве личности и шизофрении. Я взял фрагмент этого диагноза, там, с моей фамилией и так далее. Ну, просто он так был написан очень, ну, видно, что написано реальным психиатром. Я взял фрагмент этого диагноза, забил его в строку поисковую Гугла, прогуглил, и выскочил реферат о девиантном поведении подростков. То есть эти идиоты просто взяли, повписывали везде мое имя и выдали реферат о девиантном поведении подростка за диагноз, который мне якобы поставили. Я написал заявление о клевете, унес его в следком, сайт тут же закрылся, но кто был автором этого, ну, этой грязи, наши следователи так и не узнали. Но если бы там было написано «Путин вор», узнали бы, наверное, 100%. Но в моем случае не узнали. И вот эта история, ну все, выборы закончились, как бы она никакого развития, никакой жизни не получила. Но сегодня получила вторую жизнь. А тут, да, вторая жизнь, только теперь ее немножко творчески доработали. Оказывается, значит, меня положили на 5-м курсе университета,
И вот, ну, такие новые подробности. И это была уже не московская клиника, а клиника в черте города Якутска. Ну, бред, чушь и сопли. Я уже на 5 курсе, это 99-й год, я уже работал в вечерке, и, собственно, в 99-м году все время выходили мои публикации за моей подписью, я, что их, получается, Скотенко писал, что ли? В общем, чушь. И вот люди, которые вот это публикуют, ну, блин, вы не понимаете, ну, насколько грязно вы себя ведете? Это же вообще, ты же потом вот это вот пишешь, а потом приходишь домой, как ты улыбаешься, детей, может, по голове гладишь. Вот у тебя самого в душе нету, не понимаю, как можно да, сказать. К сожалению, так критиковать есть. Одно, разоблачать одно, там, ну, можно даже там накопать что-то, да, какой-то реальный компромат. Хотя бы около правды. Ну, взять, сочинить на пустом месте, грязь, запулить. Ну, ладно, ну теперь... Вот из-за такого прессу не любят у нас. Ну. Кстати, продолжая тему, вот, ну раз вы с 5 курса не в дурку, скажем так, ушли, все-таки всех интересует, почему Виталий Обидин поступает на бюджетное место, то есть в честном конкурсе, значит, сдаете все экзамены, потом все эти 5 лет вы все зачеты, экзамены, курсовые, все сдаете. Военная кафедра. Военная кафедра, а потом хобана и не получаете диплом. Вот это вот все говорят, как же так, не довел дело до конца, там что-то. Я скажу, значит, как, 5 курс у нас, он, собственно, состоит из 2 семестров. Первый семестр — это активная педагогическая практика, мы преподаем в школах. Я был на кафедре политологии, но это историко-юридический факультет, поэтому как бы активную практику я проходил, преподавая историю в 4 и в 10 классах школы номер 23. И после практики, собственно, начинаются подготовка к государственным экзаменам и сдача диплома. Ну, подготовка диплома и защита. Вот я сдал активную педагогическую практику, и потом у меня в семье случилась, ну, реально большая беда. Я не буду Вы не можете подробно сказать, вникать. да? Ну, нет, это только мое и моих близких людей дело. Вот. И это требовало, чтобы мне было вообще, вот, ну, мне было просто не до этого. Я там на работу ходил только для того, чтобы деньги были, потому что ну, нужно же было семью содержать. Вообще не до этого было дело. Ну и как-то самовольное оставление учебы, вот меня за это отчислили. И, честно говоря, это же был 99-й год, те самые лихие 90-е. Ну, да. Тогда казалось, что вот дипломы, образование, но они никому не нужны. Тогда дворник, метущий, то есть академик, метущий двор, чтобы заработать денег, это было нормальное явление. Встречалось, да. Да. Вот, поэтому казалось, что диплом не играет. Ну, знания получил, в это время как раз образование обесценилось. Профессию просто уже есть, и мне казалось, что диплом никогда не пригодится. И так и было. Он мне никогда не пригодился вот до выборов. Вот сейчас как бы подтвержденный диплом был бы неплохо. Поэтому я сейчас, кстати... Но закон-то не требует от вас этого. Ну, мэру можно, но все равно не очень хорошо. Поэтому я поступил на куда? ВУЗ, на юрфак, в филиал Академии труда и социальных отношений. Ну, сейчас он называется EAP, Якутский экономический финансовый институт. И на каком вы курсе? Ну, пока на первом. Здорово. Грызу гранит науки. К окончанию срока вы уже будете студентом еще, да? Сейчас нельзя экстерном сдавать. Поэтому, ну да, к окончанию мэрского срока как раз получу диплом о высшем образовании. Но на самом деле отсутствие диплома никогда мне не мешало, даже сейчас не мешает принимать участие в избирательной кампании. Ну, дает повод для критики, это да. Но знания получил, всю жизнь занимался самообразованием, по профессиональной стезе проходил стажировку в «Коммерсанте». Нет, в «Коммерсанте» работал с обкором, в «Ленте.ру», в «Комсомолке», в «Газете». Никаких проблем. Я думаю, там даже с 3 дипломами не всегда вот так вот такую работу проведешь, такой объем перелопатишь, сделаешь. Ну, с этим вопросом как бы решили, да. Все-таки, вот я извиняюсь, опять-таки, вот, хочется узнать про семью. Вот мы все в своих публикациях знаем 100 рецептов красоты, это твоя дочь. Вот, ага. Ну вот, скажи немножко о семье, чтобы как-то люди узнали как-то человечную сторону, что ли. Я человек очень рациональный, у меня такой порядочный мозг, но у меня есть, у разных людей есть разные мелкие суеверия. Вот мое суеверие заключается в том, что я как бы семью всегда держу в стороне. Я их даже, вот когда в социальных сетях про них пишу, про наши приключения семейные, забавные истории из жизни, не часто, но иногда это делаю. Я их даже не называю по именам. То есть, поэтому дочь у меня 100 рецептов красоты. Ну, есть такое поверье. И, кстати, у народа Саха тоже было, чтобы как бы обмануть злой рок. Да, есть такое. Либо меняешь имя, либо не используешь. Ну, вот как-то так. Ну да, я 20 лет, больше 20 лет в браке. Мы поженились как раз, по-моему, в 99-м году. Как познакомились? Поженились.
Познакомились, была симпатичная молоденькая девочка, приходила на творческие конкурсы ЕВ и участвовала, ну как-то, а потом в автобусе встретились и на 9 мая. И поехали в город, гуляли на 9 мая с друзьями в компании. И как-то вот с тех пор сошлись и до сих пор продолжаем жить вместе. Здорово. Дочь 11 лет, у меня есть младший брат, я его, кстати, тоже всегда называю младший. Вот, он инструктор по, такой выбрал для себя неожиданную стезю для меня, как-то внезапно, уже будучи взрослым, уже после 20 лет, будучи взрослым парнем, совершенно вдруг резко ударился в спорт, стал мастером, инструктором международного класса по такому экзотичному боевому виду, как КПР бразильская. Да вы чё? Да. Вот. Поехал специально в Москву, чтобы зачислиться в Российскую Федерацию КПР Софорса. Там выбился в тренеры, потом окончательно его на почве спорта накрыло, занялся бразильским джиу-джитсу, тоже получил сертификат, и сейчас он этим, собственно, на жизнь зарабатывает, преподает КПР и бразильское джиу-джитсу. Я надеюсь, у него все как надо, все хорошо. Если вернется в город, основает здесь какой-нибудь филиал, город Якутск. Ну вот, в общем, вот моя маленькая семья. Так получилось, что я не очень хорошо поддерживаю отношения с другими родственниками. Ну, так в силу сложилось. Вот у меня есть моя маленькая семья, и мне больше не надо. Вот сразу вопрос, как дочь, жена среагировали на ваше решение баллотироваться? Это же, они понимают же, чем жертвуют. Ну, жене не понравилось. Я говорю, тебя не устраивает перспектива стать первой леди города? Она говорит, нет, говорит, я же, говорит, видела, как работал Владимир Юрьевич с Арданой Владимировной, как у них первый год силовики не вылезали из мэрии, ходили к ним в мэрию чаще, чем к себе на работу. Говорит, тебя, говорит, с твоей твердой позиции и с тем, что ты не умеешь договариваться, ну, с не очень хорошими, не очень чистыми на руку людьми, тебя, говорит, подставят и посадят. Я говорю, ну как они сделают? Он говорит, ну как, вот помнишь, она у меня немножко иногда в прессу читает, она говорит, помнишь, как было с мэром Нюрбы? Зашли, просто конверт на стол бросили, сказали, это взятка. Я говорю, хорошо, я систему видеонаблюдения в кабинете поставлю и буду принимать людей только с ней включенной. Я говорю, не волнуйся, поскольку красть мы не будем, а зарплата мэра не самая маленькая по меркам Якутии, то проживем хорошо, ипотеку наконец закроем. Вот. А дочь, у нее был более творческий подход. Она сначала сказала ага, потом ушла в комнату, потом вернулась и говорит, а мэр, говорит, это круче, чем директор школы? Я говорю, да, мэр круче, чем директор школы. Ага, говорит, и ушла. Видимо, у нее есть какой-то хитрый план. Поэтому узнаю, если вы меня изберете. Ясно. Ну, конечно, поддерживают, болеют за меня. Когда были дебаты, там дочь... Онлайн-дебаты же шли, там, в Ютубе их показывали, дочь там сидела за компьютером, печатала, папа давай, обиден мэр. Ой, здорово. У меня вот вопрос, да, ну вот насчет проверок, да, все-таки все говорят, вот это противостояние будет, что вот мне почему-то кажется, да, точнее, я уверен в том, что от этого город только выиграет. Ну, во-первых, наверное, каждый горожанин хочет иметь мэра, который был бы подконтрольный 24 часа в сутки. То есть, если даже какой-то вот будет, ну, понятно, что республиканская власть очень многое ставит на кандидата от Единой России, то они будут пристально за вами следить. То есть, любые ваши такие сомнительные какие-то шаги, они будут под микроскопом изучаться, и у горожан есть абсолютная гарантия того, что Виталий Обидин, как бы он себя там не повел, все это будет в рамках закона. Это его будет держать в тонусе. Мне кажется, это большой плюс, что республиканская власть будет контролировать. Ну, мне так кажется. Что положено Юпитеру, там, члену Единой России, то не положено Быку. Действительно, любой шаг в сторону будет восприниматься как попытка к бегству и караться расстрелом. Поэтому я даже при большом желании положить себе что-то в карман, я просто не рискну, потому что я знаю, что мне это не прокатит. Это прокатит какому-нибудь члену Единой России, да, но меня не просто распнут, у меня еще и всю репутацию уничтожат, мне потом только с города уезжать. А я, извините меня, и хочу здесь жить, мне здесь нравится, я здесь прожил из своих 44 лет 41, поэтому у меня планы здесь оставаться. Более того, у меня планы ходить по улицам, здороваться с людьми, смотреть им в глаза, пожимать руки, и чтобы никто мне в спину не плевал. Поэтому нет.
Мне кажется, этого не будет. Уже ради этого, будет, ради того, чтобы... Вот встречное действие будет, потому что я планирую, во-первых, усилить КРУ, контрольно-ревизионное управление мэрии, и мы проведем просто тотальную зачистку на предмет лихаимства, мздоимства среди муниципальных служащих. Вот это уйдет в сторону. Я сейчас сталкиваюсь с предпринимателями, я мне рассказываю истории, я, к сожалению, не могу называть имена и фамилии, потому что не все согласятся потом подтверждать данные. Они мне рассказывают про разные, про деньги за откаты за ввод объекта в эксплуатацию, про положительное решение вопроса о, например, отклонении от предельных линий на публичных слушаний. Да. Ё-моё. Я слова к делу не пришьешь, поэтому сейчас без фамилий. Лучше, но я знаю, кого я точно начну проверять, когда я зайду в администрацию. И плюс к этому я намерен создать сейчас кто-то напрягся. Из ярких общественников, из журналистов, которые специализируются на антикоррупционных расследованиях и просто из неравнодушных горожан, я намерен создать такую структуру, что-то вроде комиссии по конфликтам интересов и противодействию коррупции, которая будет разбирать случаи резонансных публикаций в медиа, обращения граждан, связанные с недобросовестностью муниципальных служащих. И будем рассматривать, если комиссия будет рекомендовать мэру такого чиновника отстранить, он будет отстраняться на период служебной проверки, а если служебная проверка подтвердит его некорректные действия, будет вылетать из мэрии, как ведьма на метле. Я, понимаете, надо мной не стоит партия, да, я выдвинут от «Справедливой России», но я не член партии. За мной нет какого-то крупного чиновника, да, у меня нет обязательств, нет финансовой экономической группы, я никому не должен. Если меня изберут горожане, я буду должен людям, которые за меня проголосовали. И в целом жителям города Якутска. Те, кто не голосовали, все равно я им тоже буду должен, все-таки большинство поддержало. А других обязательств у меня нет. Поэтому у меня руки вообще абсолютно развязаны. И землячество, кадровые вопросы, кумовство, вообще это все мимо. Поэтому... маленькая семья, опять же, клана родственников. Несколько прямо жирных плюсов, почему мы должны голосовать именно за Виталия Обедина. И я меня это вообще даже вдохновило. Будет круто и интересно. Вот это точно гарантирую. Я сейчас работаю в управе автодорожного округа. В данное время взял отпуск на период этих баталий и помогаю, кстати, на этих выборах. Да? Но я, например, внимательно слушал интервью с Аленой Алексеевой, да, там говорилось о том, что новое отношение будет к управам, вы добавите финансирование, готов уже пожаловаться, у нас там бывают моменты, когда у 15 сотрудников 2 принтера только рабочих, да, были такие моменты с финансированием. А зачем на 15 сотрудников 2 принтера? Можно на одном печатать. У нас протокола, там эти все дела. Вы имеете компьютеры? Да, тут же приходят с ним нужно заполнять. Все понятно. Там у нас бумажная работа. У вас во втором сколько сейчас бюджет округа? Чего? Бюджет округа сколько у вас? Меньше 30 миллионов наверняка. Ой, блин, я не знаю. Но я смотрел, самый богатый округ, который самый богатый в бюджете на 2021 год, это Сайсарский округ, там меньше, что-то около 35 миллионов рублей. Что можно за год на 35 миллионов рублей сделать? Тем более значительная часть их средств это материальная помощь малоимущим, помощь ветеранам и так далее. Округа сегодня существуют в большей уборка степени. Снега, грейдирование, отлов собак, и там все заканчивается. Поэтому финансирование надо увеличить, конечно, но спрос должен быть больше. Добавить функционала, добавить денег, но и спрос больше. Поэтому у меня в программе есть пункт я хочу внести изменения в положение об округах и администрации пригородов о том, что в случае недовольства жителей может быть инициирована процедура отзыва главы. Грубо говоря, устанавливаем, например, 7%, вотум недоверия. Если появляется инициативная группа, 3 человека объединяются, регистрируются, начинают сбор подписей. Если они собирают количество подписей в размере 7% от жителей, проживающих на территории округа, то глава рассматривает вопрос о вотуме недоверия главе управы и заменяет его. В этом случае человек будет, которого назначен на руководить управой, он будет не просто ходить важный, я начальник такой, и не просто объяснять людям, почему он ничего не может делать. Я ничего не могу, у меня финансов нет, это не мои полномочия. А он будет заинтересован в том, чтобы находить общий язык с людьми. Если не может решить проблемы, то объяснять. Если проблему нужно решить, то брать этих людей за руку, приходить к мэру, объяснять. Я столкнулся с таким-то и таким-то. Это жителей очень сильно напрягает, помогите. Или в СГХ приходите и этот вопрос решать. Но про ответственность я услышал. Заинтересованность, понимаете, сегодня я работаю уже председателем Координационного совета
при главе города Якутска, и в Республиканском координационном совете при главе состою. И я вот убедился, что лучше всего сегодня специалисты, муниципальные и государственные, умеют объяснять, почему что-то не получится. Вот они грамотно, внятно, четко объяснят, почему что-то нельзя сделать. Почему это запрещает федеральное законодательство, почему на это нет положения соответствующего, почему это не регулируется таким-то постановлением. Как не сделать, тебе всегда объяснят. Как сделать, нет. Вот смысл мэрии 2.0 в том, чтобы перевернуть отношения, чтобы чиновники муниципальные искали вариант не как отфутболить человека, если не получается им помочь, а как сделать так, чтобы его предложение, например, ожило и заработало. Я вот сейчас встречаюсь с людьми на встречах. Сегодня у меня, например, была встреча с представителями частных детских садиков, которые городу очень сильно помогают, потому что 2000 детей из муниципальной очереди учатся в частных детских садиках, ходят в частные детские садики, да. И за счет субсидий, которые получают родители, чтобы полную стоимость места не оплачивать. Так вот, разговаривал с представителями частных детских садиков, и среди них была дама, которая рассказала историю о том, как она 5 лет арендовала земельный участок, чтобы построить на нем детский садик на 150 мест. Хороший садик, почти большой, почти муниципальный. Хороший большой садик. Но все это время ей не давали возможность привлечь для этого средства специального такого МСП, как называется, госкорпорации МСП, поддержки малого и среднего бизнеса, хотя все было согласовано и так далее. 5 лет она платила аренду, 5 лет она привлекала эти средства, в итоге садик не построили, никто ей не помог, земля сейчас находится под стоянками для автомобилей, муниципальная земля. Кто за эту землю получает деньги сейчас, когда она перестала платить аренду, совершенно непонятно, город ничего не приобрел. А могут приобрести шикарный, современный большой садик на 150 мест, и было бы здорово. Такие вот спорные вопросы вы будете решать сами, если к вам будут обращаться люди? Я вообще собираюсь сделать субботу приемным днем, причем принимать людей не в кабинете у себя, там, чтобы они там на 6-й этаж поднимались. На первом этаже мэрии возле гардероба есть такой типа, как киоск сейчас. Ну да, как киоск, да. Я собираюсь сделать его пунктом приема. По субботам там будет сидеть мэр принимать или его зам, первый зам принимать людей. Причем график будет увешиваться на сайте мэрии, чтобы люди видели, кто, когда, как приходил. И вы каждую субботу будете приходить на работу и буду принимать людей? Определенное количество часов там, принимать людей лично. Ну, если меня не будет в городе, или если я буду на совещании, то будет сидеть первый зам. Вот. И вот этот же киосочек, мы его так хорошо облицуем, там напишем приемное, например, по вторникам там сможет, например, принимать людей председатель Координационного совета по предпринимательству, принимать по предпринимательству и так далее. И вот там вот на первом этаже будет постоянно действующая приемная администрация, просто на разные дни будут разные приемы, и мы так будем держать постоянный контакт с населением. Сегодня с Арданом Владимировым держит этот контакт через Инстаграм, но у нее 200 с лишним тысяч подписчиков, половина из них не из Якутии, и вот всю эту ленту, весь директ вычитать просто невозможно, все комментарии. Поэтому система... Но она работает, потому что к нам часто прилетают конечно, с Инстаграма я же не головы, спорю, я говорю, и мы на них должны будем отвечать. Я говорю, что что-то можно пропустить, поэтому социальными сетями также работа будет продолжена, но при этом личные приемы никуда не денутся, будут вестись, и вот будет специально оборудованное место, где постоянно, каждый день, просто по разным вопросам будут принимать людей. Ну вот это, конечно, новое, и я как раз вот один из вопросов готовился, что действительно мне нравится, как Сардана Владимировна работала с населением. Справедливости ради, я эту идею позаимствовал у Сардана Владимировны, только она хотела вот этот закуточек дать его Координационному совету по предпринимательству, чтобы мы там принимали предпринимателей. А я сейчас подумал, что почему только предприниматели? Хорошая идея. Пусть это будет постоянно действующий приемный пункт по разным вопросам. Правда, на один день выходной у него будет меньше. Ну, я всю субботу не буду там сидеть. Я думаю, что первый год вообще понятие выходной день будет очень относительно. Ну да. Потому что пока войдешь в курс дела, пока все совсем разберешься, пока отладишь новый механизм, мы же не хотим перезагрузить все. Это все будет, многое будет заново, многое изменится. Я не знаю, вообще будут выходные. Ну вот в самой мэрии, да, в администрации наверняка, всех как бы заставляют сейчас работать за действующие, исполняющие обязанности, которые сейчас в отпуске. Эта штука называется административный ресурс. Да, но есть, скажем так, тоже не буду называть, да, есть люди, которые бы хотели видеть вас мэром, да, вот, но вот об их судьбе, да, не о тех, кто вот именно за вас или не за вас, да, вообще вы будете разгонять вот этот штат, который сейчас работает
Против вас, грубо говоря, номинально. Я не мстительный человек, поэтому никого разгонять просто по принципу «я пришел, все бегите». Но как, если все встанут и уйдут, 300 сотрудников мэрии, я там останусь один как перст, пока я наберу новых людей, город вообще развалится просто, конечно. Какой принцип? Конечно, нет. Кадровый, какой нет, будет принцип? Кадровый принцип, во-первых, вот то, что я начну делать после того, как зайду в администрацию, я начну проводить совещания с отраслевиками, с представителями отраслей. Малый бизнес, ЖКХ, строители, сельское хозяйство, попозже немножко, потому что у нас сельское хозяйство очень условное, Агрополис это 3-4 крупных фермера. Конечно, проведу с ними встречу, но чуть попозже. Социальный блок, социальная сфера, образование. Со всеми буду проводить встречи и буду просить не только у них консультаций и советов. Я и так это собираю сейчас на встречах, эти обращения, советы, наказы. Я это все и так собираю. Я буду просить у них еще и мнения относительно того, кто бы мог возглавить отрасль и руководить ей. Я считаю, что отраслевики должны сами посоветовать человека профессионального, технического, подкованного, которого сами уважают в сфере, и чтобы он их возглавил. Потому что, я же говорю, я иду без знакомства, без связи, без кумовства, у меня нет набора людей, на которым я немедленно раздам посты, как только выберусь. Такое же часто бывает. Приводят своего близкого друга и говорят, вот теперь ты будешь заниматься вот этой отраслью, теперь ты в этом хорошо разбираешься. Там человек вообще об этом Вчера не ты знает. был великим борцом, двукратным чемпионом мира, сегодня ты сидишь директор крупнейшего нефтегазового предприятия республики. Но это хороший человек, не профессия. Я знаю хороших людей, у меня много друзей, близких друзей мало. Но они же будут проситься все равно. Виталий, я знаю, что они не подходят на эти должности. Поэтому я буду выбирать руководителей, начальников управлений, возможно, даже замов из людей, которых мне посоветуют отраслевики. Причем я рассчитываю не на генералитет текущий, не на сегодняшних руководителей предприятий, директоров и так далее, которые частью попали по знакомству, частью пересидели, частью просто поставлены, чтобы было. Я хочу вытащить руководителей на руководящие должности, тавтология. Я хочу вытащить их из среднего управленческого звена. То есть там, где вот сидят вот те самые тертые профессионалы, которые глубоко в теме, которые прекрасно знают отрасль, но которые не сделали карьеру в силу двух причин. Либо у них нет родственников и блата, либо потому что они не умеют прислуживаться начальству. Это и есть нормальный социальный лифт. Это социальные лифты сейчас сломаны, я хочу их отремонтировать и восстановить. Вообще, это здорово. Виталий, вот как родитель, ребенок которого ходит в детский сад, в школу, мне очень важно, чтобы он, например, обучался полностью на языке саха. Но многие родители приходят в школу и беседуют даже с директорами, и им отказывают, говорят, зачем вам человека нагружать двумя языками, хотя уже доказано, что человек, который обучается на двух языках, он дальше и иностранные языки лучше усваивает, и для вообще развития это очень полезно и не мешает в будущем. Как решить этот вопрос? Очень тяжелый вопрос. Мне похожий задали на дебатах. Я начал отвечать и, видимо, немножко не до конца закруглил свои мысли, меня неправильно поняли. Я начал говорить о том, что у нас вообще в целом проблема есть с перегруженностью школ, и создавать новые якутские классы, не решив эту проблему, очень сложно. Понятно. В школах, где должно учиться 200-300 детей, учится по 600-650, и очень сложно, не хватает и педагогических кадров, и школы перегружены. Да, в то же самое время мы национальный регион, у нас есть устойчивая национальная самобытная культура, мы защищаем право граждан говорить на своих языках, говорить в частности на языке саха, и, конечно, должны предоставлять право родителям обучать детей на том языке, на котором они считают нужным. В смысле, на родном. Очень тяжело мне сейчас сформулировать, дать рецепт готовый для того, чтобы закрыть этот вопрос. Потому что если я скажу просто легкомысленно, я буду открывать якутские классы, это будет популизм. Мне нужна какая-то разработанная программа, почему я говорю, что я буду работать с отраслевиками, мне нужна разработанная образовательная программа для средних школ, чтобы начать этот вопрос решать комплексно. Не просто созданием точечных якутских классов, а именно
Для начала нужно создать систему вообще формирования потребностей в таких классах, потому что часто родитель приходит в школу и говорит, я хотел бы, чтобы мой язык обучался, чтобы мой ребенок обучался на родном языке, а ему говорят, что у нас таких классов нет. Да. Но это пришел один родитель, ему сказали, что таких классов нет, пришел второй родитель, сказали, что таких классов нет, пришел третий таких родитель. 20 человек-то может набраться? Постепенно пришло 20 человек, всем сказали, что нет, но вот у вас 20 человек, которые могли бы сформировать класс. Поэтому на уровне управления образованием должен как минимум вестись учет потребностей вот такого обучения. Абсолютно. Для того, чтобы мы хотя бы знали, сколько нам классов таких нужно, и могли делать расчеты, готовить педагогические кадры и решать вопрос с директорами школ об их открытии. И тут, конечно, это же только частичное решение Но вопроса. на портале, потому что портале нет таких вопросов, там негде нажимать. Мы можем ввести, что нам мешает ввести такой учет на уровне города. Вот, здорово. Я думаю, за вас уже за это только куча людей проголосует. Но это же на самом деле только часть вопроса, потому что, например, вот Жураковский меня спрашивал на дебатах, и он ставил вопрос еще несколько шире. То есть какие-то родители хотят, чтобы дети изучали язык факультативно, да, якутский язык. Какие-то родители хотят, чтобы дети обучались на якутском языке, но школа при этом, неважно какая она будет, смешанная, там часть классов на русском, часть классов. Ну да. Есть родители, которые хотят, чтобы образование полностью велось на якутском языке, чтобы вся среда была, вот как в школе АИКГТА. Вот с этим сложнее. Вот отдельные национальные школы, они нужны. Но у нас проблема в том, что у нас не хватает более 30 просто школ. Если бы у меня было 30 школ, я бы с чистой совестью сказал, давайте мы 3 или 4 школы сделаем чисто национальными, ура. Вот если бы Алан Халенд не строили, дали мне этот 18 миллиардов городу, мы построили 37 школ, 4, может быть даже 5 школ можно сделать национальными, вопрос закрыт. Но такого нет, но будем смотреть, и будем квотировать места. Я думаю, что одной АИКГТА, конечно, мало, как и на одной национальной гимназии мало. Нужны такие школы, город большой, якутское население на сегодняшний день по демографии преобладает, этот вопрос нужен. Тем более билингвые дети, считается, что они потом им проще усваивать английский, языки, французские. Хотя говорят, что в скором времени профессия переводчика вообще уйдет в прошлое, потому что сейчас электронные переводчики развиваются с такой скоростью, что уже могут с голоса переводить. Вот, кстати, наши айтишники было бы неплохо, если бы они вот такой переводчик сделали. Кстати, насчет айтишников, я вспомнил, ведь один из талантливых наших ребят, Арсен Томский, он же в свое время собирался благоустроить вот этот овраг на 203-м микрорайоне и даже планировал вложить там $1 миллион. Да. Но потом что-то не получилось. Вот как вы считаете, в чем это была причина и как вы будете привлекать вот таких людей? Причина была одна, очень простая. Это то, о чем я говорил в ходе нашего интервью, это отсутствие инициативы, отсутствие желания что-то менять у муниципальных чиновников. Вот он заявил, город, у меня есть $1 миллион, я его вкладываю для того, чтобы вы обустроили вот этот овраг на 203-м, давайте мы его засыпем и на его месте разобьем либо сквер, либо создадим какое-то общественное пространство, может там длинную велодорожку или там зону прогулочную для мам с колясочками. Давайте это сделаем. Вот у меня $1 миллион. Что должен был сделать нормальный мэр? Нормальный мэр должен был либо сам побежать и сказать, ты, Арсен, вот тебе моя рука, пойдем будем это делать. Привлечь сразу же архитектуру, привлечь своего зама по развитию территорий, посадить, посчитать, посмотреть, что может город, посмотреть, может быть, еще каких-то предпринимателей можно пригласить, чтобы это был не то, что вот ГЧП у нас сегодня для дойки бюджета, а чтобы это был нормальный, реальный продукт взаимодействия муниципалитета и предпринимателей, заинтересованных в развитии города. И получить красивую зеленую зону, пятно в центре города. Что сделала наша мэрия? Села на попу, давай, Арсен, покажи нам, где там твой $1 миллион. Начни что-нибудь там, может, проект закажешь. Давай, что-нибудь покажи нам. И человек, который хотел вложить кучу денег, он просто сказал, ладно, бога ради, не хотите, не надо. Вложил их, наверное, во что-то не менее интересное и полезное, только уже для себя или для своей компании лично. Вот такая... Вы с Арсеном знакомы? Мы встречались, он мне книгу подарил, общались много. Вы можете вернуться к этому вопросу, да? Я не знаю, будет ли он сейчас заинтересован, но овраг остался. Овраг остался. Если у него еще есть желание потратить $1 миллион, то я не поленюсь прийти к нему, притащить за руку зама по развитию территории, посадить, притащить главного архитектора и сказать, давайте сделаем это. Классно же будет. Город не настолько богатый, чтобы раскидываться $1 миллион. Совершенно. На этой оптимистичной ноте я бы хотел, наверное, уже закончить наш разговор. Спасибо большое. Я хочу пожелать, Виталий Валерьевич, успехов
зрителей попрошу, наверное, все-таки прийти на голосование не в первые дни, 26-27, а прийти именно 28 марта и проголосовать за Виталия Аветина. Проголосовать за хорошего мэра. Ну, спасибо, до свидания. До свидания.